Оперативность работы Гаврила Вырдылина напрямую зависит от интернета. Начальник комитета по физической культуре ежедневно получает задания от Минспорта через сеть. Правда, порой они до него доходят с перебоями. Местные власти не стали ждать оптоволокна и нашли другой выход к быстрому интернету. Но и он пока оставляет желать лучшего. Глава нашего ЛУСа нашел поставщиков, но, увы, иногда тоже бывают сбои. Хотелось бы, как в городе, оптоволоконная связь, чтобы у нас была. Интернет со скоростью света для якутян не роскошь, а предмет необходимости. Жителям Татинского района мегабитов в секунду осталось ждать совсем недолго. Прокладывать оптику по Колымской трассе начали с Нижнего Бестяха осенью прошлого года. И дальше Томпонский ЛУС. Обещают в первой половине этого года, наступившего 2016 года, связь должна подойти. Обещают и улусам Западной Якутии. В Сунтарском районе люди платят по 7 тысяч рублей в месяц за 256 килобит в секунду. В Верхневилюйске есть даже так называемая аллея WhatsApp, куда люди приходят, чтобы пообщаться с миром. До этих улусов оптику проведут к следующему году. А от Алекминска до Мирного осталось получить согласие местных энергетиков. В их инфраструктуре уже есть оптоволокно. В отношении готовности организационных работ, как проект и так далее, готовность поставки оборудования, все это уже есть. Сегодня дело за энергетиками, с которыми пока мы еще испытываем определенные проблемы в переговорах. Северным же районам оптики можно не ждать. Здесь быстрый интернет придет по программе устранения цифрового неравенства. Соглашение об этом было подписано в июне прошлого года. По словам министра связи, провести оптоволокно до северных районов практически невозможно. Этот вопрос будут решать с помощью спутниковых каналов связи. Полностью устранить цифровое неравенство в Якутии планируют до 2019 года. Юлиан Бояркин, Ларион Федоров, Вести.